Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги подготовили для вас самые актуальные темы сегодняшнего вечера. Коротко об этих темах. Насколько закономерным являлся распад СССР и возможно ли было другое развитие событий, мнение эксперта. Международная научно-практическая конференция открылась в Агу. Мероприятие приурочено к 50-летию начала эксплуатации Новоафонской пещеры и юбилею спелеолога Гиви Смыр. Завершен первый этап работ по модернизации энергетической инфраструктуры в высокогорном селе Псху. В Абхазии стартовала новогодняя акция «Шанацла». Жители могут исполнить желания детей из подопечных семей фондов Ашана и Киарас. Президент Бадра Гунба выступит с ежегодным посланием к Народному собранию парламенту Республики Абхазия до конца текущего года, сообщил пресс-секретарь главы государства Алхас Чолокуа. Для подготовки документа создана рабочая группа, которую возглавляет руководитель администрации президента Бислам Эшба. В послании Бадра Гунба подробно остановится на вопросах внутренней и внешней политики государства, а также обозначит приоритетные направления дальнейшего развития страны. Делегация Народного собрания Абхазии во главе со спикером Лаши Ашуба принимает участие в 69-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в котором имеет статус постоянного наблюдателя с 2008 года. Постоянные наблюдатели в соответствии с регламентом парламентского собрания имеют право участвовать в заседаниях парламентского собрания и его комиссии с правом совещательного голоса. Вопросы возможного подписания документов о сотрудничестве между городами Абхазии и городом Керчью обсудили вице-премьер Джансух Нанба и глава муниципального образования городской округ Керчь, председатель Керченского городского совета Денис Колесник. Джансух Нанба отметил, что Абхазия заинтересована в развитии сотрудничества с регионами Республики Крым. По приглашению главы города делегация Абхазии посетила Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Авиарейсы между Пермью и Сухумом начнут выполняться в следующем году. Список маршрутов, которые финансируются за счет бюджета Пермского края, опубликован на сайте Министерства транспорта. Среди них два международных – в Беларусь и в Абхазию. На данный момент идет процесс отбора авиаперевозчиков, который завершится в 20-х числах декабря. Решение о субсидировании авиарейсов в Сухум в следующем году также принял Ханты-Мансийский автономный округ. Абхазия – это единственное международное направление, которое поддерживается из регионального бюджета. Рейсы запланированы с частотой 2 раза в неделю вперед с 1 апреля по 17 октября. 8 декабря 1991 года Советский Союз прекратил свое существование. Беловежские соглашения в резиденции Вискули подписали главы государств и правительств 3 союзных республик. Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич, Белорусская ССР, Леонид Кравчук и Витольд Фокин, Украинская ССР. О предпосылках и последствиях этого события мы поговорили с доктором исторических наук Григорием Герасимовым. 80-й год наступил, а коммунизм нет. Колбаса в магазинах не появилась, и терпеть лишения, бытовые лишения, они были по сравнению с некоторыми, допустим, лишениями 90-х годов и незначительные для многих. Но, тем не менее, люди поняли, что идея не работает. И вот это разочарование в коммунистической идее и стало причиной распада Советского Союза. Как дальше развивались события? А дальше развивались события следующим образом. Во главе государства в течение долгого времени после Сталина не было ни одного теоретика. Ни Хрущев, ни Брежнев, ни тем более Черненко на эту роль не тянули. Решили законсервировать коммунистическую идею, не трогать ее, пусть все идет так, как идет. Одним словом, картинка в книжке, книжке и картинка в реальности не совпадали друг с другом.
В результате люди разуверились и захотели чего-то нового. И вот это новое принес велеречивый, говорливый, очень приятной внешности человек с пятном на лбу по фамилии Горбачев. Он дал много новых идей, он сказал, мы сделаем ускорение, мы сделаем перестройку, мы, значит, новый мировой порядок, мы наладим отношения со всеми. Значит, сначала решили обратиться к Ленину, то есть вернуться назад, в прошлое. В прошлое не вышло вернуться. Тогда стали говорить о социализме с человеческим лицом. Чем больше внедряли инновации, тем хуже становилась жизнь. Потому что инновации не приживались на той почве, которая была. Горбачев не справился с задачей, которая стояла перед ним. Это была очень сложная задача. Дэн Сяопин в Китае справился, Горбачев. В результате раздражение в людях нарастало, жизнь становилась все хуже и хуже. Найти выход на путях коммунистической идеи не представлялось возможным. Тогда решили взять идею врагов, идею Запада. И взяли идею либеральной демократии, которую начали внедрять. Либеральная демократия – вещь очень хорошая там, на Западе. Но когда ее начали внедрять у нас, то все пошло не так, как предполагалось. Свобода вылилась в анархию, демократия вылилась в беспредел, страна начала разваливаться и развалилась в конце. Внешний фактор действовал постоянно, начиная с 1917 года. Против нашей страны была и военная интервенция, и поход всей Европы во главе с Гитлером, и всяческие провокации, как реальные, так и идеологические, проводились. Тем не менее, пока коммунистическая идея была жива, никто ничего с Советским Союзом не мог сделать. А вот когда идея умерла в головах людей, в головах носителей этой идеи, когда она перестала быть убедительной, тогда внешний фактор прекрасно сыграл. Теперь о национальном факторе. Формировался советский народ, национальные идеи не играли большую роль. Неважно, кто ты там, грузин, абхаз, русский, еврей, мы все были советские люди. А вот когда основа для советского человека, для советского народа исчезла, испарилась, вот тогда пришли на смену идеи иного порядка, второго порядка, национальной идеи. И все бывшие советские республики начали развивать свою национальную идею. При этом везде просматривается сейчас очень четко один и тот же алгоритм. Они свою национальную идею строили на том, чтобы отстроиться от советского прошлого, это раз, а во-вторых, в большинстве, в подавляющем большинстве республик они отстраивались впоследствии и от России для того, чтобы создать свою национальную идентичность. В некоторых республиках, например, на Украине, это стало главной национальной идеей – не быть такими, как русские. Это сначала, а потом стать антироссией. Если говорить о начале конфликтов на постсоветском пространстве, то я опять возвращаюсь к своей мысли. Как только коммунистическая идея ослабла, как только в головах у людей ее место заняла своя собственная национальная идея, эти конфликты стали неизбежны. Но, несомненно, Запад везде вмешивается там, где у нас есть какие-то проблемы. А Абхазия – это большая проблема. Это проблема и международная, и российская, и грузинская. И естественно, что это сложная проблема. И решить ее простыми методами нельзя. Поэтому Запад подбрасывает дровишек, где только может, для того, чтобы этот конфликт сохранялся, для того, чтобы он длился как можно дольше, чтобы как можно дольше были проблемы и у абхазов, и у русских, и у грузин.
В рамках исполнения поручения Бадры Гунба завершен первый этап работ по модернизации энергетической инфраструктуры в высокогорном селе Псху. За пятимесячный период была реконструирована плотина, что позволило увеличить объем водоснабжения на 25%. Восстановлено здание ГЭС, установлен мостовой кран для проведения ремонтных работ генератора и турбин, установлен и введен в эксплуатацию новый генератор, произведена замена воздушных линий электропередачи, осуществляется установка новых трансформаторных подстанций в районе погранзаставы и на хуторе Санчар. Отдельный трансформатор выделен для обеспечения электроснабжения местного храма. Сейчас завезены материалы для зимнего периода, чтобы работники Псху ГЭСа, то есть дежурные машинисты и два монтера. Этими силами в зимнее время будут вестись работы по протяжке СИПа и сборке высоковольтных столбов. Материал завезли для зимнего периода. Работы еще будут продолжаться. По результатам модернизации электросетей мы получили улучшенную электроэнергию. Это уберет нагрузки на самом ГЭС и, соответственно, у людей будет нормальный свет. Железнодорожный вокзал Гудауты заметно преображается. Здесь полностью обновили кровлю и фасад впервые с 1949 года. После Нового года начнется ремонт внутри здания. Приведут в порядок зал ожидания, кассы и кабинеты сотрудников. А вечером здание будет выглядеть особенно эффектно. У вокзала появится декоративная подсветка. Этим проектом занимается победительница конкурса команда Абхазии Анжелика Вартикян. Все работы проводятся за счет бюджета АЖД. Международная научно-практическая конференция «Новоафонская пещера и задачи изучения карста Абхазии» открылась в Агу. Мероприятие приурочено к 50-летию начала эксплуатации Новоафонской пещеры как туристического объекта и 80-летию ее первооткрывателя, абхазского спелеолога Гиви Смыр. Организаторы Агу, комплекс Новоафонской пещеры и Институт экологии Академии наук Абхазии. Впервые в Абхазии проходит столь представительная международная научная конференция, посвященная спелеотуризму и карстоведению. В мероприятии принимают участие ведущие специалисты мирового уровня из Австрии, России и Абхазии. Ключевые темы обсуждения – наследие Гиви Смыр и история развития абхазской спелеологии, биоразнообразие пещерной фауны, экологические вызовы при ежегодном посещении пещеры сотнями тысяч туристов и меры сохранения уникальной подземной среды. Участники конференции также обсудят перспективы создания новых спелеотуристических объектов в Абхазии. Со вступительным словом к аудитории обратился Роман Дбар, первый проректор Агу. В своей речи он отметил о феномене, которым не обладает ни одна страна мира и даже континент, кроме Абхазии. Это колоссальный по своему объему и размеру размах карстовых полостей. Такие гидросистемы требуют тщательного изучения. Мы очень высоко ценим участие наших коллег. И в первую очередь, конечно, это наши российские коллеги, которые ежегодно в экспедициях проводят исследования в Абхазии. И благодаря их исследованиям мы имеем представление о том, что собой представляет карст в Абхазии. Также Роман Дбар зачитал доклад, который, как он сам признается, больше похож на эссе на тему Гиви Смыр «Жизнь, творчество, открытие». Данный материал позволяет представить Гиви Смыр, первооткрывателя и директора Новоафонской пещеры, как человека, его характер и место в нашей жизни. Как отметил академик Январби Экба, исследования, которые проводились в пещере, начиная с 2004 года, были организованы при непосредственной поддержке Гиви Смыр. Он мог оказать практическую помощь. При нем в Новоафонской пещере организовали экологическую группу, которая функционирует и сейчас. Все данные, которые были получены в Новоафонской пещере, они были получены с помощью аппаратуры, которую тоже Гиви Шамилович в свое время помог нам приобрести, выделил соответствующие средства. Таким образом, исследования в Новоафонской пещере, они носили
современный уровень. Новоафонская пещера была связана с наукой с первого дня ее открытия. Это особый объект такого класса, которого в мире не так уж и много. Новоафонская пещера – одна из самых посещаемых карстовых полостей планеты. Также сообщалось, что в Новоафонской пещере обнаружили новый вид жука. Его назвали Нефаргус смыри в честь Гиви Смыр. Данная конференция – это важный шаг в позиционировании республики как одного из мировых центров карстоведения и устойчивого спелеотуризма. Задача сегодня коллектива Новоафонской пещеры прежде всего это не только зарабатывать денег, но и сохранение этого уникального памятника природы. Мы не только новоафонные сотрудники, вся Абхазия и, наверное, и Россия, мы гордимся тем, что он у нас есть. Благодаря вам сегодня научному сообществу ведется и мониторинг, постоянные какие-то процессы, которые происходят в нашей пещере, они под вашим контролем, Роман Саидович, мы надеемся, и впредь, не жалея ни финансов, ничего, сотрудничать с вами, следить за всеми происходящими процессами, привлекать молодежь, спелеологические клубы, научное сообщество. Сам формат мероприятия гибридный, то есть есть онлайн и офлайн. А тема одной из приглашенных участников конференции была типология, биоразнообразие и оценка состояния пещерных водных объектов Республики Абхазия. У меня доклад от группы наших исследователей, то есть Казанский федеральный университет. Более 20 лет практически работает в Абхазии, исследует Абхазию с позиции изучения водных объектов. Мы исследуем водные объекты самые разные. Это и пещерные водные объекты, это и наземные реки, озера. И за эти годы собрался огромный массив, конечно, данных, базы данных гигантские. Более того, даже были сделаны реестры всех водных объектов Абхазии. Но пещеры – это совершенно особый мир. И водные объекты пещер, они даже трудно классифицируются, потому что их очень сложно отклассифицировать. И я в данном случае буду представлять доклад по типологии, биологическому разнообразию и оценке экологического состояния некоторых пещер, которые нам удалось изучить. По итогам конференции будет издан сборник научных статей. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Абхазские и российские благотворительные фонды «Чистые души» и «Крыло ангела» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан при содействии партии «Единая Абхазия». Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, оказание адресной помощи подопечным двух фондов и информационную поддержку. Подписи под документом поставили президент благотворительного фонда «Крыло ангела», член партии «Единая Абхазия» Евгения Анкваб и президент фонда «Чистые души» Марина Нетребко. Сегодня мне особенно приятно подписать такое двустороннее соглашение о нашем сотрудничестве, в рамках которого мы будем оказывать и адресную помощь нашим подопечным, и информационную поддержку оказывать нашим глобальным проектам, в котором мы будем развивать донорство костного мозга. И я уверена, что мы совместно сделаем и организуем много различных благотворительных мероприятий, которые привлекут внимание общественности к такому важному делу. И вместе мы сможем оказать помощь подопечным нашего фонда. Для меня, как для матери в первую очередь, и как для члена партии, как секретарю партии, безумно важно, что мы ведем не только политические процессы, но принимаем активное участие в социальной жизни нашего общества. В Абхазии стартовала новогодняя акция «Ашанацла». Жители могут исполнить желания детей из подопечных семей фондов «Ашана» и «Киараз». На платформе ГУМа установлена елка, на которой размещены журавлики с пожеланиями детей. Финальное мероприятие «Новогодний поезд и вручение подарков» пройдет 23 декабря. В этот день некоторые желания будут выполнены прямо на ГУМе. Гулгуца Вардания расскажет подробнее. В этом году к новогодней елке желаний, установленной на культурно-деловой площадке ГУМа, слетелось более 500 бумажных журавликов. Каждый из них хранит самое заветное желание своего отправителя. Есть надежда на то, что кто-то исполнит его в преддверии праздника. Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе мама Миланы, так как она сама писать не умеет. Милана – солнечный ребенок, у нее синдром Дауна. Она очень жизнерадостный ребенок, любит гулять, рисовать.
Ведет себя хорошо и никогда никого не обижает. В Новый год она хотела бы получить подарок от тебя – спортивный костюм с капюшоном. Не совсем теплый, размер 50-й. Спасибо тебе большое. Будем осуществлять пожелания Миланы на Новый год. Фонд Киарази Ашана продолжает традицию новогодних благотворительных акций. Уже несколько лет они помогают исполнить мечты детей из малообеспеченных семей. В этом году пройдет акция Ашан от зла. Чтобы поучаствовать, достаточно выбрать журавлика с номерком, забрать по нему письмо с желанием, приобрести нужный подарок и передать его в офисы фондов. На ветвях новогодней ели желания детей, которые мечтают о простых, но таких важных подарках – игрушках, книгах, спортивном инвентаре и даже теплой одежде. Компания Mobile взяла 10 писем, 5 писем из фонда Ашана и 5 писем фонда Гераз. Мы каждый год участвуем в акции и с удовольствием дарим подарки детям. Аналогичные елки желаний будут установлены в администрациях Очимчирского и Гагарского районов, куда уже направлено по 50 журавликов. За 2 года проведения акции жители Абхазии исполнили мечты 670 детей. Организаторы надеются, что и в этом году будут исполнены все детские пожелания. Все эти желания пишутся детьми очень трепетно. Они правда верят в то, что они пишут, они правда ждут каждый подарочек. И они знают, что ни одно письмо не останется без ответа. Мы, когда проводим эту акцию, мы чувствуем силу нашего народа, чувствуем силу наших друзей, потому что из года в год именно вы исполняете желания наших детей. Именно вы даете и нам силу, и нашим детям силу. Вы не представляете, насколько у ребенка появляется много мотивации, насколько он начинает стремиться к тому, чтобы развиваться, учиться и просто мечтать. И все это благодаря тому, что люди не оставляют без ответа все желания наших детей. Письмо с новогодней елки желаний можно забрать на станции ГУМА с 8 по 12 декабря с 11 до 14:00. Финал акции состоится здесь же 23 декабря в программе вручения подарков и мероприятия «Новогодний поезд». Еще я хотела бы обязательно отметить и подчеркнуть, что несмотря на то, что мы сегодня говорим про волшебство, про исполнение желаний, про праздник для детей, на самом деле коллеги из обоих фондов целый год, круглый год проводят большую работу, которая не всегда связана с такими праздничными ситуациями. И этот труд, он действительно ежедневный, ежеминутный, иногда круглосуточный. И вот эта акция, это такая верхушка айсберга большого труда, который проводят сотрудники этих фондов круглый год. Елка желаний – это не просто акция, это настоящая инициатива, объединяющая людей вокруг одной цели – сделать праздник особенным для тех, кто в этом нуждается. К акции присоединилась и наша съемочная группа. Дорогой Дедушка Мороз, я вела себя хорошо. Я верю в тебя. Моя семья не верит в тебя. Но я знаю, что ты хороший и всех любишь. На Новый год я хочу канцелярию и бутылку для питья. С Новым годом! Заранее, Виктория. Представьте, всего один ваш поступок, и где-то зажжется улыбка. В сердце ребенка навсегда останется вера в добро и в волшебство. Гугу Цавардания, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Жители Очимчирского района собрали 5 тонн мандаринов в качестве новогоднего гуманитарного груза для Донбасса. По инициативе активистов Народного фронта администрация района оказала содействие в организации акции. В общей сложности планируется отправить до 5 тонн мандаринов, собранных с личных хозяйств жителей района. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято у жителей Очимчирского района. Сотрудниками уголовного розыска райотдела задержаны 2 граждан, возбуждены уголовные дела. 2 факта незаконного хранения наркотического средства в особо крупном размере выявили сотрудники уголовного розыска Очимчирского районного отдела внутренних дел в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий. Порядка 372 граммов наркотического средства каннабис изъято у Джинджуля Инала Романовича, 1989 года рождения, проживающего в городе Очимчира. Уголовное дело, возбужденное в отношении Инала Джинджуля по части 3 статьи 223 Уголовного кодекса Республики, расследует следственная группа районного отдела внутренних дел. Подозреваемый содержится под стражей.
Аналогичное преступление вменяется Джи Чоная Беслану Амирановичу, 1969 года рождения. По месту проживания последнего в селе Джал сотрудники уголовного розыска Очимчирского РОВД изъяли около 133 граммов наркотического средства каннабис. На время предварительного следствия гражданин Джи Чоная помещен под домашний арест. Трибуна А домашнего стадиона московского футбольного клуба «Спартак» получила имя лучшего бомбардира в истории команды Никиты Симонян, сообщает РИА Новости. Церемония прошла у стадиона красно-белых в преддверии матча 18-го тура российской премьер-лиги против столичного «Динамо». Никита Симонян скончался 23 ноября. Олимпийскому чемпиону и лучшему бомбардиру в истории «Спартака», кавалеру ордена Ахтс-Апша второй степени Никите Павловичу было 99 лет. Абхазская гимнастка София Боджгова завоевала серебро в упражнении с булавами на международном турнире в Ереване, сообщила глава Федерации художественной гимнастики Гунда Кварчия. Так как между Абхазией и Арменией не установлены дипломатические отношения, Боджгова выступала в нейтральном статусе. А сейчас расскажем о погоде. Во вторник, 9 декабря, в Абхазии не ожидается осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью 7-12, днем 12-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.